Дорогие друзья, сейчас за окном трещат крещенские морозы. Но никакие морозы не страшны, если у вас на ногах вот такие вот наши якутские унты. Унты изготавливаются из оленьих лапок и украшаются вот такими вот узорами. Узоры могут быть самыми разнообразными. Сегодня мы в гостях у большого мастера, известного мастера у нас в республике по пошиву унтов. Это Раиса Афанасьевна Сорокаумова. Раиса Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот эти унты вы шили из белого камуса, из белых лапок. Это очень редкие, да, Да, унтики? очень дорогие, редкие. Очень дорогие, поскольку белый олень вообще для северных народов это священный олень. Ну, расскажите, как вы изготавливали вот эти унты именно? Вот эти унты для себя любимые я сделала, потому что сейчас нынче белый камус стоит одна штука 5000, не поверите, да? С ума сойти. Если так посчитать по материалу, у меня 75 000 только на это ушло. А потом моя работа, они будут стоить сейчас уже минимум 100 000. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот такие цены. Вот такие Но цены у нас. оно того стоит, поскольку да, никакие вот сапожки не заменят наши унты в морозы за минус 50. Тепло, уютно, еще комфортно и морально, и духовно, потому что женщина с такими красивыми унтами идет с поднятой рукой, с поднятой головой, это же статус. С таким достоинством, Да, конечно же. И это наша национальная одежда. Они теплые, вот, они вот, о подошве будет сапожник говорить, да? И красивые, и теплые, и легкие. Да. То есть буквально вот не нужно надевать каких-то там миллион носочков, каких-то, да, а достаточно буквально носочек один носочек тоненький, и, пожалуйста, и вам будет тепло. И в пир, и в мир. Да. Скажите, а как отличить, вот, ну, скажем, качественный пошив от некачественного? Ну, вот, например, мы пришли в магазин и выбираем унты. Ваш вот лайфхак, как определить хорошие качественные унты? Во-первых, это внешность, и это, которые по ноге должны сидеть они. Они должны вот тут стоять, и вот некоторые, вот они же все валятся же. Гармошка, как получается. Гармошка, да? это от выделки, да. И выделка должна быть. Я сейчас сначала о выделке говорю, чтобы качество унта было. Все зависит от выделки. Это хорошие унты, мастер плюс мастер плюс мастер. Потому что выделку делает один мастер, вот такой бисер делает другой мастер, пошив другой мастер и подшив другой мастер. Это уже 4 мастера работают над этими унтами. Если один мастер что-нибудь накосячит, это уже работа 4 мастеров уже на смарку идет. Так что я говорю, унты – это ум, честь и совесть мастера для меня. И целые бригады. И потом, да, и бригады. Каждого мастера, плюс, чтобы никого не подвести, и чтобы это... И все говорят, вы шьете унты. Я говорю, шьют в магазинах, шьют сардана, шьет сахаболт. А мастер рожает унты. Потому что это честь и совесть мастер. Потому что мы шьем на заказ. Мы снимаем заказ, мы индивидуально на одного с ним только работаем. И пока шьешь, как ни странно, все вот эту информацию я ловлю этого. Вот какой он, он чудесный человек или трудный характер какой-то, все. И нитка расскажет, и иголка расскажет, и рука расскажет. Когда человек легкий, хороший, вот эти, из любого материала очень чудесный, и он-то очень легко получается, да. А когда человек тяжелый, как бы ни материал был хороший, все, нитка рвется, нитка путается, все, вот улавливаем мы. И с каждым человеком вот связь с этим человеком у меня. И благословляю, и постоянно сижу, и пусть, чтобы долго носила, чтобы понравилось. Это очень быть мастером, индивидуалистом, это очень трудно. И физически еще ничего. Это духовно, морально. Потому что, чтобы они подошли, мне же задавать надо и посмотреть на человека, нравится. И когда вот клиенту понравится, они одевают, вот специально вот это, у меня зеркало стоит. И как они радуются, они, спасибо. Потом, мне вот это никакой рекламы не надо, я не боюсь так сказать, потому что
Вот цыганская почта у нас очень хорошо работает, да? Мгм. Потому что вот видят вот эти Вот унты, да, сарафанное радио. даже сарафанное радио. Даже вот одна моя клиентка говорит, я по больнице, она идет, подошли и спрашивает, вот телефон мастера дайте. Мгм. Где вы шили? Да, где вы шили. И потом они мне И звонят. вот ваша У меня клиентская база, да? Да. И клиентская база еще вот сейчас уже по WhatsApp, там и лотереи, вот эти все. У нас есть вот группа мастеров. Мгм. Вот Лилер там она создала. Вот там все мастера, все республики, там одна семья. Каждый день разговариваем, каждый день показываем, кто что шил. У всех своя изюминка, очень интересно. Хотя я почти не выхожу из дома, я общаюсь со всеми мастерами республики. Мгм. Благодаря Мгм. цифровым Да, 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 технологиям. да, Это да, да. здорово. Мы в такое Вот. время живем. Да. А давайте поговорим, знаете, о чем? Вот лапки, материал, вот вы говорите, да, Мгм. совершенно разные бывают, Да, дорогие да, да. друзья. Бывают зимние, бывают весенние, осенние. Вот из какого материала обычно шьют хорошие унты, которые предназначены как раз-таки вот на наши морозы? А, то... Зимние лапки, да? зимние. Не зимние, а ноябрьские вот именно. Да. Зимние, они очень лохматые, а весенние вот эти тонкие, вот видишь, они шортканные, вот эти Мгм. такие бледные, блеклые. Да. Видимо, у них тоже авитаминоз идет, и Мгм. видишь, какие они блеклые. И вот они быстро эти, да, быстро изнашиваются. изнашиваются, они тонкие. А вот самые вот ноябрьские вот с собой, Мгм. а если там декабрьские, февральские, они очень лохматые. Вот там одна третья часть уже уходит. Мгм. Вот, сейчас я хотела еще выделку показать, да? Мгм. Вот эта выделка химическая. Мгм. Это в Сахабулт делают такие. Между прочим, Сахабулт очень хорошо. Это я хотела еще вам Сахат показать. А вот это вот как раз весеннее, вот смотри, вот сами они приносят, вот эта выделка химическая. Это а домашняя. это домашняя, она они, видите, делают этим трухой. Мне это не Мгм. нравится. Почему? Потому что это они какие-то потом становятся. Вот когда мы же намачиваем второй раз, когда вот Мгм. сажаем на Мгм. это, на правило, да? И они потом какие-то вот эти, как об стол. То есть они Твердеют. могут быть, они шуршат, да? Да, шуршат. То Вот есть я хочу, даже можно можно покажу определить, вот да, эти вот унты, да. шуршат унты или не шуршат. Да. Если шуршат в руке, Да. то А вот это выделка чисто не вот очень. чисто абийская выделка. Вот смотрите уже, который год у Очень меня лежит. мягкая. Вот они очень мягкие, Мгм. очень теплые. Вот, мне вот нравится. И вот смотрите, вот А. женщины, да, обычно вот когда лапку вот обязательно вот проминают, А. чтобы вот этого шуршания не было. Да, да, И да. вот представляете, вот раньше, когда, ну, вот моей бабушки, например, она шила унты, то есть мы дети вот так вот сидели Да, да, долгими перед зимними телевизором. вечерами, сидели и всем, да. мяли. Ага. Да. Моя До- мама постоянно в руках эти и варит, и это что-то делает, и постоянно мнет, и когда вот посидишь где-то рядом, Мгм. возьми, и дает, и мы тоже сидим, и мнем. Вот это уже, я не знаю, который год, вот она лежит, вот такая же, она теплая. Заготовочка, Мне то кажется, есть, вот, да? ага, и Можно выделка, из нее что-то, вот эти сидушки там эти можно шить. то есть кумаланчики шить, Да, коврики. да, ага, коврики можно шить. Мгм. А вот эти вот, Эти спальный мешок, а вот это я уже заготовочку шью. Мгм. То есть вы Вот уже- это зависит, выделка зависит, во-первых, этого от камуса, вот это от периода. И самое вот это раствор вот, мазать, да? Мгм. Мы же говорим не мажем, мы говорим кормим. М. Это от этого, вот эта труха идет, да? Вот этим пользуются вот эти артические улусы. Мгм. Вот, жиганские, оленёкские, по-моему, там, верхоянские. Вот. Я не С помощью знаю, где трухи да-да-да. это дерево, ну вы понимаете, Да-да-да. да, Мгм. которое И всё. уже себя изжило, как бы, да, но вот трухой можно, ее используют и для огорода, кстати говоря, очень хорошее питание, и вот делают раствор и покрывают уже вот сухую лапку, когда ее высушивают, и уже очищенную лапку, да, соскребают вот кожу лишнюю, ну а потом, чтобы она размягчилась, выделывают вот трухой.
Ну, как говорит мастер, труха, конечно, проигрывает перед Да, да, да. химической обработкой, да? И перед химической, и вот перед. Это у меня на первом месте. Так, а Я вот сейчас расскажу, здесь, это абыйский улус, мгм, вот наши улусы, да? мгм. Это рыба. Мы же каждый Да, вечер кушаем рыбу да, строганину, и конечно. потом из этих потроха идут туда, это идет туда икра, свежая печень, и все кашицу делаем и мажем. Мгм. И 2-3 раза. Вот мажем 2-3 раза, повторно делаем, очень качественно, долго, но они... Вот я вам покажу, вот посмотрите. Вот, Мгм. Вот эти вот эти унтики. унтики таскали, Мгм. не поверите, Носили. 10, ага, Носили 10 лет. 10 лет. А Они потом мы из них вот ботиночки сделали. совершенно Да, новые. совершенно новые. Посмотрите-ка. Все, Вот. это чемпионка она. Да, вот больше Да, долго 10 лет. живет, долго Ну жить. да, и вот перешили, и пожалуйста. Пожалуйста, еще носите 5-6 лет. Мгм. Вот, Здорово. вот с таких вот этих. А вот Мгм. эти, они какие-то вот. Я бы показала вот эти унты с узором. Да, да, да. слишком Они можно... какие-то ломкие, вот они ломкие, да? могут рваться, потом и А, это. И мгм. как-то неудобно же таскать. Они такие вот, как стойки оловянные Твердые солдатики, очень. твердые очень. Мгм. А вот эти хорошие. Почему-то всем химия не нравится. Мгм. Да, ну А боятся Вот химии. минус что- вот эти, вот плюсы и минусы, да. Минус вот такой выделки, это они моли очень любят. Там же икра. Ну да, конечно. То есть вот Они это единственный минус. Да, единственный Но минус. сейчас ведь очень много средств, которые Да, вот да, да, антимоль, да, можно Ага. использовать. В принципе, если позаботиться хорошенечко, то такие вот унтики прослужат вам очень долго и будут иметь прекрасный вид и через 10 лет, как мы Вот убедились. пошупайте, вот эти тоже почти не уступаете, Мгм, да? да. Они тоже мягкие, Мягонькие. они тоже плотные. И цвет совершенно другой. Да, совет другой, и это. Цвет совершенно Меня другой. устраивает Да, вот это. хотя вот эта вот лапка, ну я скажу, что примерно, ну вот как вы Точно, говорите, да. ноябрьские, да? Да, ноябрьские. Да, вот эта вот лапка тоже, она ноябрьская. Ноябрьские, Но да. внутри, посмотрите, они совершенно разные, и это зависит от выделки. Да. Дорогие друзья, в готовом изделии, естественно, вы не увидите саму вот, Вот такое, как да. выглядит Да. вот сам унт изнутри, да, из чего он состоит, мех этот. А мех, кстати говоря, вот здесь вот оленей, почему он является самым теплым? У всех охотников, у всех рыболовов имеются шкуры именно оленей. Они на первом месте, они совершенно лидируют именно для северян. Бог создал Да, для потому нас что оленей. оленя вот шерсть, она имеет вот такой вот подпушек, да, даже подпушка, по-моему, нет, а именно такая вот, как можно сказать, прослоечка между шкурой, между мздрой и, ну, как бы вот дальше вот мех идет. И получается вот эта воздушная прослойка, она не пускает холод уже дальше. Поэтому шкуры из оленя, они очень ценны и ценятся как раз-таки вот у охотников, у рыболовов, у коневодов, у оленеводов. Они спят на этих шкурах. Да. Ну, а лапки Под снегом используются, они да, спят, да. используются для вот изготовления пошива именно унтов, обуви. Мы сейчас вот с таких остаток сейчас спальные мешки шьем. Мгм. Вот эти матрасики, Они очень всё, они тёплые. очень теплые, они очень пользуются успехом. Конечно. Вот сидушки, вот для автомобилей, вот этих тоже шьем. Мгм. Они очень теплые. Ага. И Ну вот что? шапочки шьем. Мгм. А Всё, все-таки ничего не остается. расскажите про химическую вот обработку. Чем она хороша и стоит ли бояться именно химической обработки? Это уже используются химикаты. Нет, 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 потому что мои ученицы, я тоже была, когда приехала сначала, да, против химии, потому что все говорили, что они рвутся, они сползают, они это. Сейчас, мне Как-то кажется, это расширяется. у них, по-моему, какой-то прогресс идет, они у них же тоже это. Они же когда начинали, может быть, это уже раствор. Или... Ну, Вот мои улучшили ученицы, качество. да, мои ученицы тоже шьют, они тоже носятся 7-8 лет. Мгм. Все равно. Это от этого тоже зависит же, от человека, который носит, таскает. Ухаживать надо постоянно. Мгм. Некоторые вот это, у нас в квартирах же очень сухо, Жарко очень. жарко даже сухо, вот это, а кожа-то это тоже трескается от натуральная этого, да, кожа, да. натуральная она. За ней надо тоже ухаживать. Вот кожу свою же ухаживаем. Да, А почему конечно. за унтами не ухаживаем? Вот постоянно надо вот влажной салфеточкой вот
чистить. И вот, когда сушится, да, вот на батарейку же кидаем, а надо вот газетку вот сюда запихнуть и поставить. Мгм. Ага, в сухом месте. То И, есть вот- и летом, когда вот это, да, Мгм. вот надо положить вот это сюда, вот лавандовое, там лавровки туда отмоли, да, вы сами Мгм, это все мгм. прекрасно знаете. И надо хранить вот в наволочках. Мгм. Эти. То есть Ага. обернуть чем-то, Обернуть этим да, хлопковой тканью. И чтоб этот сквозняк был. Ага, Прохладно. ага. Они в жару. Потом после этого тоже они ломаются же. Некоторые выносят Да. свою обувь на балкон, а на балконе как раз-таки жара. Да, да, да. Вот, и поэтому они, конечно, Желательно в частных домах, портятся. вот эти в кладовках, вот это, где вот это воздух играет. Ага. Ага. Вот там хранить Вот так нужно. храните. И почаще, очень вот такой А с влажность. какой частотой обрабатывать влажной салфеткой? Раз в месяц Просто берем, можно? нет. Можно даже как, чем чаще, тем лучше. Вот. Мгм. Они вот сразу, видите, поблестели. Начнут Да, блестеть. да, да, Мгм. да, да. То есть обычная Они влажная тоже очень салфетка. благодарны, да, да. Мгм. Вот обычная влажная салфетка. Мгм. Вот много же грязи. Тем как самым вот, да. удаляем загрязнение верхнее, да, слой. И увлажняется Мгм. чуть-чуть вот это. Чуть-чуть увлажняется. Увлажняется, То есть унтам все-таки нужна какая-то влага, да? Да, Ну а влага. если в унтах мы походили по сугробам, как вы сказали, внутрь закладываем Шуточкой надо газеточкой. тряхнуть, ага. Мгм. Все с этого. А всё газета надо- впитает влагу Да, всю. да, да. Они же вот спадают же до некоторых, да? Мгм. Это просто одна деталька. Вот надо вот подклад надо хорошо шить. Мгм. Вот у меня идет ватин Так. тепленький, да, Мгм. потом брезент, Мгм. потом тут обычно же это кожу шьют, да, а я вот баллонию, курточный материал, Мгм. ага, двухслойный, потому что они это не рвутся, не это, и носки Не как мешают. Да, да, да. Мгм. Скользаю. Ой, и это. Скользят вот это. очень. Ага. Мгм. Вот плотный брезент у меня. Вот Мгм. это я вот это пришиваю, чтобы Мгм. они стояли вот Мгм. стойку вот эти только, чтобы тут Держали. была, держали. Мгм. Ага. Мгм. Вот все. Это у нас подкладочная Это ткань. подклад, это чтобы это не унтики не сползали, не это, не кривились. А вообще оптимальная высота унтов, вот сейчас мода такая, да, появилось очень много унтов, которые закрывают вот буквально чуть ли, ну Колено, как да? ботфорты Да, да, такие да, вот да. некие, да. Ага. Вообще возможно ли ботфорты вообще в чистом виде шить? Или это очень дорогое, так сказать, мероприятие? Ну, можно. Можно, но это будет очень Я дорого. подумываю, сейчас над этим работаю. Мгм. Я хочу ботфорты Высокие шить, вот такие унты. высокие, не с бисером, как у всех, а тут какой-то мех пошел бы, да? Мгм. И даже, может быть, мягкий, вот такой летний, вот этот вот камус, и всё, вот, да, чтобы до этого был. Мгм. Ой, часто по ночам лежу, и все вот эти... И придумываете, Да, да, придумываете новые Всё это модели. свое, да, Мгм. эксклюзивные. Вот посмотрите, он у меня Мгм. не повторяется. А вот здесь вот как всё- раз каким образом изготавливаются вот такие вот чудесные, красивые, это для, Узоры. да, узоры. Мгм. В основном куда их пришивают? Ну, Где по они желанию вот этого, используются для украшения да. обуви нашей? Это зависит от этого, от клиента. Мгм. Клиент какой хочет, такой и шьет. Оказывается, вот так вот выглядят так вот узоры. Трафарет берем, да, Мгм. и вот туда вот ставим, рисуем, и с белого точно такой же. И чтоб ворс и направление камуса должно быть Совпадали. одинаково, да, вот тогда вот как рисунок получается. И это все прошивается на машинке или это Нет, вручную? все у нас. На машине у нас ничего не шьется. Ой, Вот это очень от такая и до, трудоемкая да, работа. да, да. От и до все у нас ручная работа. Какие Смотри. нитки вы используете? Ой, с нитками сейчас уже туго. Вот такие нитки. Это идут. шелковые? Да, да, да. Ну, немножко вот это, Мгм. как говорится. Это призма. хлопок? Нет, нет, нет. Хлопок и шелк. Да, Шелк, да, да. да? Это 15 размер. Мгм, мгм. С каждым годом их все меньше становится почему-то. И я мажу их, вот это тру, вот этим гудроном. Мгм. Ну, чтоб как-то было это водоноски или чтоб не это. Мгм. Ну, может, это наши предки тоже так делали. Мгм. И вот иголки, да, какие Так. мы сейчас, это, иголки стали очень дорогими. Так. Они были по 50, по 60 рублей, они прокаленные, вот специально вот делают их. А, Ага.
Это вот такой вот, это Да. размер, игла, конечно, непростая. Да, да. Очень Они такая. острые Ага, очень. Они ага. сейчас 200 рублей стали, одна Ага, иголка. ага. Вот, но они очень самые. А сколько иголок нужно, вот, чтобы шить одну пару? Ой, иногда я вообще по 3 вот эти ушки, По 3 вот они иглы, да? тонкие, да? Мгм. Они быстро ломаются. М, Иногда в день можно это, иногда долго неделями идет, ага. а иногда вообще за день эти сломаешь. Несколько. 2-3 точно иногда. Ну тут Ну да, когда тут не это? угадаешь. Так, я бы хотела еще показать. Вот эта заготовка с этих Мгм. Сахатова, да, сейчас уже котируется. Это Мужчины, да, мужской, да. мужские. Мужские унты. Ага, они очень ноские, они 20 лет можно таскать. Носить. Ага, я все время таскать говорю, почему-то. Да, почему-то на севере у нас говорят таскать обувь. Ну, На самом да, деле нас ее таскать, носить нужно. да. Так. Вот они, вот я бы хотела сказать, вот это, они же очень грубые, Мгм. они толстые, иногда по 5 миллиметров они бывают. Это от Вот возраста, это это от этого тоже да. зависит. Вот тоже вот весенние, Вот осенние, вот посмотрите, вот ноябрьские, вот эти толщина они, какая, да? да. Давайте Вот покажем это толщину. тонкая, да, толщина очень толстая. Вот они, вот по 2 миллиметра, это называется Толщина. тонкие, да. Они бывают по 5 миллиметров. С ума Вот сойти. смотрите, выделка какая. Мгм. Тоже Очень можно, мягкие. да, да. Очень Это мягкие. Сахабул так делает. М. Я рекомендую. Вот сейчас у нас сахаты это выбрасывают просто. Никто не хочет выделать. Это очень трудная работа. Очень даже это. То есть вручную практически сейчас никто не невозможно. занимается, Да, да? да. Очень Вручную. жаль. Да. Хотя ведь наши бабушки, наши предки ведь выделывали это все Сейчас-то вручную. время. А 10 штук камусов выделывают неделями, если Мгм, так. мгм. Не торопясь, не спеша, качественно. Понятно. А Приносят. давайте расскажите вот про эти вот- камусы. вот эти интересные. камусы. Мгм, Это специально для узора. мгм, Вот убираем самые большие, гладкие, вот Мгм. эти самые, что не есть, наилучшие. А вот видите, да, вот такие. Они не крашеные, вот Они такое не ощущение. Это крашеные, да. натуральный Это цвет, смотрите, какой натуральные. красивый, Под направление, да. Вот видите, да, с одной стороны тонкие они, с другой стороны лохматые. черный. А вот, То есть вот эта вся пуговица, лохматость. это задняя называется, и пуговичка тут. Мгм. И вот эта пуговичка к пуговичку, вот это и ворс такой тонковатый, да, вот это тоже ворс тонкий. То есть они совпадают. Да, они совпадают, вот тогда только узор получается. Только разных цветов они. Да. Вот, оказывается, каким Вот, образом да. получается вот такая вот Нет, красота. вот эти, вот такая Вот. красота. Мгм, Это с разных, вот это какая. мгм, мгм. Это первая работа моей ученицы с другим мастером. А это ученица вот Нина, да? Это Ой, у как меня она здорово. сделала. вот. Это очень трудоемкая Да, работа. ага. Вот внутри, вот внешняя сторона вот таким вот образом получается на унте, да, на нашем, а изнутри вот это выглядит вот таким образом. Это все прошивается вручную. Да, да. Вот чтобы вот эту маленькую заготовку, деталь красоты будущего Идет унтика. неделями идет. Неделя, вот чтобы одну Да, деталь да. Вот видите, шить. какой вот это рисуешь трафарет потом. Вот, посмотрите. Скрупулезно вот такими этими. Скрупулезно Вот вырезается. вырезаешь ножницами, они очень должны быть Ага. острые и очень осторожные. Это вот- Одно неосторожное движение и все испортится. Это что за ножик? Это скороняжный. У сапожников, Чтоб- да, видимо? Нету скорняжный. специально для узора. Вот эти вот такие ручки бывают тоже специально для узора. Вот женщины у меня постоянно вот их интересует мастеров. Узор, А узор, вообще узор. вот такие инструменты в магазинах, они Да, продаются есть, у нас? да, Есть, продаются, можно да, купить, да? можно купить. То есть, в принципе, дорогие друзья, если удешевить, есть вопрос, встает, как удешевить, ну, скажем, пошив унтов по индивидуальному заказу, вот у таких мастеров, как наша спикер, у которой мы в гостях, да, Раиса Афанасьевна, вот что вы посоветуете? Могут люди сами, допустим, изготовить вот такие вот, ну, допустим, детали для украшения своих унтов? Это очень трудоемко, но, в принципе, возможно ведь, да? Если долго мучиться, что-нибудь получится. Что-нибудь получится, да. Трудно, Мгм. но возможно. Но возможно, дорогие Надо друзья. очень- Так что... Но я же говорю, у нас как в спорте, да? Так. Шьют могут все, а мастерами становятся только терпение и труд, терпение и труд. Мгм. Лишь немногие.
Мгм. Ну, дорогие наши женщины, якутские женщины, я вот обращаюсь, да, вполне возможно, что в вас спит та энергия наших предков глубоким, крепким сном. Но если вы вдруг решитесь заняться шитьем, пошивом унтов, я думаю, вполне возможно хотя бы какие-то детали выполнить своими ручками. Вот. То есть весь процесс можно увидеть на мастер-классах, которых очень много можно найти в интернете, вот как раз у Раисы Афанасьевны они есть, и по ее мастер-классам сшить вот такие вот детали для украшения своих унтов. Это будет гораздо дешевле, чем сам унт. Но, как мы сказали, что унты некоторые, стоимость некоторых доходит до 100 тысяч. Да. Это все вместе готовые унты. Ну, конечно же, извините, это не каждому по карману. К этому я хочу добавить, у меня очень много учениц, теми я очень горжусь, да. И некоторые ученицы даже сейчас лучше меня шьют. Ага. Вот мои регалии, это мои. Вот если хотите сильно, даже вот эти улусные, да, у меня тут место есть, я всегда пишу, девочки, если хотите учиться, приходите. Я научу, все бесплатно, даже с проживанием. Ага. Вот приходите, если Главное, хотите. главное, если есть Даже желание. не такие красивые, да, вот некоторым же надо вот внукам шить, перешивать, очень, это, как говорится, экономия будет очень хорошая. Если даже вот начало вот это, у исток все это сделаете, вот сначала вот мои ученицы приносят вот эти свои старые вот такие унтики, да, нушенные, из них своим внукам эти тоже делают. Вот наша спасительница, мы снимаем с каждого клиента мерку и шьем как платье, например, по ноге, да? Вот это самый большой наш пульс. Очень много проблемных ног у людей, разные все. А мы сюда сажаем вот это сначала, вот сюда вот эти. Они мокрые, намачиваем их, шьем, намачиваем. Потом вот так берем, сажаем. Спокойненько. Вот посадили. И потом вот окружность идет, вот тут у нас Добавляется. такие добавляем, сколько надо. Например, сколько вот и нужно. меряем, да? Вот окружность. Вот длина пошла. И самое главное, зием вот это, где нога идет, да? Ее тоже можно Да, расширить, да. А, Вот то есть с той сзади. стороны. Ага. С той Сзади стороны? вот это, Ага, вот еще сколько одна надо, деталь. да. Добавляем. Вот как. Вот эта И формочка то есть любой называется. подъем, Да, любая любой подъем, какая-то вот это любой. нестандартная, скажем так, нога, Ага. да, хотя у нас у всех индивидуальные ноги. Да, получается, что... Ой, очень бывает вот это. У одной было 58 сантиметров окружности. Представляете, ведро. Это Вот. сколько шлапок Да. нужно для такой ножки? 12. Да. Вот 35 надо, 35, 34, 36, вот так все идет. У кого меньше размер, подъем, соответственно, бывает меньше, да, Меньше, да. уменьшается? Или у кого-то 37 размер, а вообще большой бывает. Да, Ну, это вот у каждого. да, это индивидуально. Свои очень. изюминки, да. Ну что, дорогие друзья, конечно же, все охватить в одной программе о бунтах – это целая вселенная. Это наша настоящая, наша традиционная занятость наших женщин. Наши женщины шьют изумительно красивые унты. Это наша зимняя традиционная одежда. Конечно, к Спасительница. сожалению, да, не все могут себе позволить унты дорогостоящие, но какие-то детали, допустим, изготавливая своими руками, можно вот этот пошив этих унтов, допустим, или же беле с помощью аппликации, но это, конечно, этому нужно поучиться, или же с помощью беле из бисера, таким образом, собственными руками вы можете немножко удешевить процесс пошива унтов по вашему индивидуальному заказу. Ну что, дорогие друзья, я надеюсь, что эта информация была полезна для многих наших телезрительниц.